Добрый день! В эфире 31 канала программа «Беремис Уйдемис». Ежедневно в будни мы вдохновляем, помогаем не скучать и делаем это с радостью. И все для того, чтобы вы оставались дома в период карантина. Я Наталья Райм, и сегодня мой гость, собеседник, актер, режиссер и сценарист Еркен Губашев. Добрый день, Еркен! Здравствуйте. Еркен, скажите, пожалуйста, последние несколько месяцев буквально гремели премьеры фильмов, где вы принимали активное участие. Один из последних – это «Зеркала», где вы сыграли главную роль. Вот как сейчас переживаете карантин? Нет ли ощущения того, что кто-то взял и просто нажал кнопку «пауза»? Мало того, он выключил вообще все, этот кто-то, он выключил жизнь целую. Ну, так как мы актеры, мы очень включенные люди, такие в бурную жизнь, такую яркую, насыщенную, сами знаете, наверное. Мы всегда переживаем праздник каждый день. И вдруг это все у нас отнять, это очень тяжело. Чего вам в карантине не хватает? Ну, наверное, вот больше всего, наверное, общение. Общение, именно человеческое общение, общение с друзьями, общение с новыми людьми, общение с новых встреч не хватает, новых каких-то эмоций. Как изменился ваш обычный день? Вот чем вы сейчас занимаетесь? Читаете, пишете сценарии? Я очень много читаю. Наконец появился. Ну, нельзя так говорить спасибо карантину. Ну, может быть, спасибо карантину, что я стал больше читать, потому что времени раньше не хватало на это, сейчас очень много времени. Я знаю, что вы преподаете. Вот ваши студенты, и знаю 100%, что ваши студенты вас обожают. Можете для наших телезрителей, которые уже изнемогают в изоляции, показать небольшой урок актерского мастерства? Ну, может быть, эмоции какие-то, грусть, радость. Но я предлагаю это все объединить. Давайте. Да, есть такое упражнение у нас, это прочитать стихи. Допустим, я сейчас возьму какие-то, ну, по памяти начну читать стихи, а вы мне будете говорить, например, какую-то любую эмоцию. Менять, то есть менять мою эмоциональную сущность. И я в этой эмоции буду продолжать читать стихи. Давайте. Ну, допустим, давайте первую эмоцию какую-то дайте и возьмем, например, ну, что я хорошо знаю. Муха-муха, цикатуха. Давайте радость. Муха-муха, цикатуха, позолоченное брюхо, муха по полю пошла, муха денежку нашла. Грусть. Давайте грусть. Пошла муха на базар, купила самовар. Ах, приходи, гости дорогие, я вас чаем угощу. Давайте новую эмоцию – карантин в Казахстане и во всем мире. Извиняюсь за провокацию. Тогда надо другие стихи, наверное, какие-то более жизнеутверждающие, что ли. Как умру, похороните на Украине левой, при Урале милом. Посреди широкой степи вырыйте могилу. Лет через 50 я там, наверное, умирать буду, а сейчас не дождетесь. Здорово, спасибо. Давайте вернемся к вашей профессиональной творческой деятельности. Ваш один из самых первых таких больших фильмов – это «Замуж в 30» режиссера Оскара Бесембина. Вот как вам далась эта роль? Насколько быстро вы вжились в нее? Ну, вот я помню, во-первых, это мое первое знакомство с режиссером было, с Оскаром. Вот. Мы друг друга вообще еще не знали, и мы пришли, мы так друг к другу приглядывались. Мне дали роль, я прочитал. Ну, роль достаточно понятная, директор банка. То есть, единственное, для меня было непонятно, какой он человек. Ну, то есть он строгий, он... И с этим вопросом я подошел к Оскару честно. Говорю: Оскар, скажите, пожалуйста, а какой он?
Он так на меня посмотрел: вы что, профессионал? Говорит, я говорю, да. Предложите. Ну, я говорю, хорошо. Посидел, подумал. И когда начали первый дубль, я говорю, а давайте вот таким я его вижу. Он так посмотрел, говорит, прикольно. А говорит, а можете еще вот по-другому чуть-чуть вот это сделать? Я говорю, могу. Раз сделал. Он так в бок повернулся, говорит, почему я его раньше не знал? Говорит, В «Зеркалах» ваша роль, ваш герой довольно противоречивый. Супруга, Очень. которую сыграла Баяна Синтаева, и даже любовница есть молодая. Ваш герой – это вот отражение многих современников. Вы специально сделали ее немного комичной, чтобы сгладить вот эти вот острые углы. Вы знаете, нет. Я не сказал бы, что это сделал специально, потому что, ну, в каждом человеке, я считаю, есть и трагичное, и комичное, и все мы не черные, не белые, мы из разных оттенков, и в нас, в каждом человеке переплетается грустное, веселое, и ужасное, и радостное. И в какие-то моменты мне показалось, что будет интереснее сделать комично. Некоторые я выделял, что более страшнее, некоторые. Ну, потому что это страсти человеческие, они, наверное, отражают, наверное, состояние наших людей. Кстати, там же сыграл еще мой коллега Оскар Миндыбаев, он был там доктором. Да, Оскар замечательный актер, прекрасный очень человек. И мы с ним, он занимался у меня тоже на курсах. И Да, он был вашим студентом. да, он очень прекрасный актер. Я не могу не спросить про сериал «Зауре». Там вы тоже сыграли одновременно и трагическую, и комическую роль отца. Вот что вам помогает так быстро перестраиваться? Ну, это, наверное, мое прошлое. Я закончил театральный в Самаре институт. Но до Самары я был в студенческом театре СТЭМ. Это другой немножко образ, да, это быстрые смены характеров. Я, наверное, думаю, что оно мне очень помогает. Еркен, скажите, пожалуйста, вам легче какие роли даются? Все-таки роли в ситкомах, вот вы в «Нархозе» играли, в «Зауре», или это какая-то роль все-таки в каком-то одном фильме полнометражном, то, что выходит на широкий экран? Вы знаете, есть тут как бы два закона. Конечно, легче это ситком, где есть определенный персонаж с определенным характером. Ну, то есть это как бы, как его называют, типаж, архетип. То есть веселый глупец или там грустный там, банкир. А в полном метре я должен быть не только, а тут еще и пристрелить кого-то. С Билайн легко пополнять любые номера Теле2 и Кейсел без комиссии. Делиться мобильным балансом можно на сумму до 5000 тенге, неограниченное количество раз в приложении «Мой Билайн». Билайн. Живи на яркой стороне. Расскажите, пожалуйста, как ваши домочадцы переживают карантин? Да вместе со мной. Мы, кстати, благодаря этому карантину научились очень многим карточным играм. Таким веселым. Есть очень веселые карточные игры. Кстати, могу один научить, если хотите. Это очень смешная. Это на каждую карту придумывается какое-то общее, ну, допустим, шестерка, все должны сделать вот так. Потом семерка должны сделать там «Ура!», там, восьмерка, все должны сделать носа дотронуться. Девятка, все должны. И, в общем, по очереди каждый переворачивает карту. И чем больше в семье людей, тем это смешно. Кто не успевает, тот забирает карты себе. Ну, в общем, в конце смотрите, у кого больше карт, тот проиграл. Раскройте нам секрет, в какой картине вас ждать после карантина. Ну, дай бог, все закончится. Мы приступаем, наверное, в мае должна быть съемка «Наш милый доктор 2» у Оскара Бесфемина. Но там больше сказано
с диссидентами, с поэтами нашими, с культурой Алматы. И я, насколько помню, мне предложили роль какого-то нашего алматинского поэта, очень известного. Но пока я не буду рассказывать. Спасибо огромное вам за позитивный разговор, Еркен. Вам желаем творческих успехов и ждем новые фильмы с вашим участием. Спасибо вам, всему каналу. Здоровья, позитива, счастья. Не болейте. Будьте дома и смотрите 31 канал. С вами, дорогие телезрители, я тоже прощаюсь. Оставайтесь дома и берегите своих близких. А мы со своей стороны будем вам наглядно показывать, как интересно проводить время в изоляции. Помогаем, вдохновляем и делаем это с радостью.